о понятии сионизм и искусственном искажении его сущности в современном дискурсе. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, написано 17 июля, читаю 20 июля 2025 года. В современном мире термин сионизм все чаще становится не столько предметом осмысления, сколько инструментом демагогии и манипуляции. Его подлинный смысл – национально-освободительное движение еврейского народа – целенаправленно подменяется зловещими коннотациями, особенно в авторитарных режимах и в рамках пропагандистских нарративов, активно культивируемых спецслужбами. В частности, российская пропагандистская машина сделала сиониста чем-то сродни клейму, ярлыку, под которым удобно демонизировать инакомыслие, солидарность и само понятие права на самоопределение. Однако сионизм – это не теория превосходства и не идеология господства. Это право народа на возвращение на свою историческую родину, на безопасность, на сохранение собственной культурной и духовной идентичности. Это право закреплено не только морально-исторически, но и юридически. Устав ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах, декларации и конвенции о недопустимости дискриминации и геноцида прямо утверждают право каждого народа на самоопределение. То, что для евреев означает Сион, сионизм, для чеченцев означает Ичкерия. Современный сионизм – это многослойное, многоголосое движение от религиозного до светского, от левого до правого, от либерального до консервативного. Но есть его суть неизменна. Это право быть, быть собой, быть на своей земле, говорить на своем языке, чтить своих предков, воспитывать своих детей в своей культуре. Это то же самое право, за которое борются угнетенные народы по всему миру. От курдов до уйгуров, от тибетцев до чеченцев. Российская пропаганда последовательно принижающая и делегитимизирующая сионизм делает это не из-за исторических, а из-за идеологических, политических и имперских причин. Сама идея, что у любого народа есть право сопротивляться порабощению, равносильно идеологической диверсии против режима, основанного на подавлении. Подмена понятий становится орудием именно с целью сионизм представляют как враждебную силу, как мировую закулису, как нечто зловещее и чуждое. Это не ново. Та же риторика использовалась для оправдания Холокоста, для уничтожения чеченцев в депортациях, для геноцида в Руанде. Ложь всегда ищет универсальные маски. Особое значение в этом контексте имеет стратегический союз России и ряда арабских государств, который неформально, но последовательно выражается в политической, военной и информационной поддержке друг друга в их конфликтах с Израилем и Ичкерией. Это не совпадение. И это нужно, кстати, очень глубоко и обсудить и принять во внимание. Это альянс, основанный на общем интересе подавлении национально-освободительных движений, то есть русско-арабские. Израиль стал воплощением исторической справедливости, восстановленной через государственность. Ичкерия – напоминанием о справедливости, которую все еще пытаются задушить силой. Один защищен альянсом Западом, другой оставлен на произвол судьбы. Но природа их борьбы идентична. Борьба за право быть свободным народом. Именно поэтому я, чеченец и правозащитник, говорю это открыто. Сионизм и ичкеризм – это не угроза миру, это проявление человеческой воли к свободе. Они не зеркало агрессии, а отражение исторической памяти, выстраданной идентичности и отказа подчиниться несправедливости.
И тот, кто сегодня демонизирует сионизм, использует тот же лексикон, что и те, что когда-то называли чеченцев бандитами и террористами за попытку жить свободно. Отказ признать право еврейского народа на самоопределение равнозначен отказу признать это право за любым другим народом. Это не просто политическая позиция, это предательство универсальных прав человека. Так же, как отрицание Ичкерии, это не просто дело геополитических приоритетов, а дело права, справедливости и совести. Не бывает правильных и неправильных народов. Бывает свобода или ее отсутствие. В мире, где угнетатели объединяются в альянсы гегемонии, мы, народы, пережившие изгнание, насилие и стирание идентичности, обязаны создавать альянсы солидарности и свободы. Мы, сионисты, ичкеристы, курды, грузины, уйгуры и украинцы, связаны общей памятью боли и общей жаждой свободы. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия.